8 часов 10 минут утра в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе, Уфимский разворот. Меня зовут Айдар Ахмадиев, моя соведущая Ксения Петрова. Доброе утро. Звукорежиссер Никита Полянин. Мы работаем в прямом эфире. Трансляции в Facebook и на YouTube ведутся. Можете подключаться там. У нас, я напоминаю, на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе очень много эксклюзива. Практически каждый день мы туда какое-то видео заливаем, которое набирает довольно много тысяч просмотров. Поэтому присоединяйтесь. Давайте вместе познавать наши региональные реалии. Так сказать, не только региональные, между прочим. Номер для смс и сообщений в Телеграм +7 927 304 10 51. Присылайте смс-сообщения. Во второй половине часа, опять же, как обычно, у нас будет гость. Чуть позже Ксюша расскажет, что это за гость, но вы можете присылать смс-сообщения с вопросами, если вам это будет интересно. Ну и также ваше мнение, естественно, будет учтено, потому что все-таки прямой эфир для этого и создан. Да, мы не в записи работаем, а в прямом эфире, чтобы с вами как-то коммуникацию выстроить. Вот. Ну, что у нас там? Ну что ж, друзья, все как всегда на самом деле. Сейчас немного мы почитаем прессу, много новостей вышло, много накопилось. Далее мы с вами, конечно же, поголосуем. Это наша интерактивная часть, которая уже полюбилась давно всем. Далее прервемся на федеральные и региональные новости. И во второй половине часа, как уже сказал Айдар, у нас будет гость. Альберт Курманов, доктор юридических наук, профессор. Поговорим о деле с акциями БСК. Ну что ж, друзья, сейчас давайте начнем обзор прессы. Ну что ж, Айдар, давай, начинай. Первый материал «Новая газета». Вот так вот снова про Башкирию написали в «Новой газете». НЛО – наша любимая организация. Как в ФСБ из желания школьника доказать свою значимость маминого правового утюга и Алиэкспресс слепили терроризм и 5,5 лет тюрьмы. Ну, наверное, наши слушатели постоянные знают, что происходит. Это в городе Межгорье, в закрытом городе в Башкирии. Школьник 18-летний, тогда ему, кажется, было 17 лет, насколько я помню, или могу ошибаться. Его, значит, в июле этого года приговорили к 5,5 годам колонии общего режима за то, что, когда он учился еще в школе, присягнул на верность ИГИЛ, организации, запрещенной на территории Российской Федерации, и попытался завербовать в нее своих одноклассников, ну вот по версии следствия. Сам Богдан уверяет, что просто неудачно пошутил, решив показать свою значимость одноклассникам, которые несколько лет до этого над ним издевались. Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар встретился в Уфе с родителями Богдана, Елены и Павлом, которые объяснили, как шуточные разговоры в мессенджерах превратились в две особо тяжкие статьи Уголовного кодекса и почему они полгода верили обещаниям силовиков из своего поселка, что дело закроют. Ну и вот, значит, это огромный материал, это лонгрид с фотографиями, с интервью, вот как это в духе современной журналистики, да, это персонализированная такая статья. Пожалуйста, читайте. Очень важно, я считаю, потому что действительно такое дело, я бы сказал, совершенно неоднозначное, и нужно и вам, я думаю, если вы все-таки хотите разбираться в региональной повестке, обязательно об этом узнать подробнее. «Новая газета», тем более, да, то есть история у нас распространилась по всей России. Снова Башкирия выходит на федеральную повестку, теперь уже и с этой темой. Но мне кажется, в ближайшее время, сегодня расскажем почему, Башкирия не выйдет из этой федеральной повестки еще долгое время. Ну, конечно же, это БСК и так далее, и другие экологические протесты, о которых мы расскажем сегодня в обзоре прессы. А за выходные случилось много чего. БСК как раз-таки, да, продолжаем уже новостью о БСК. Материалы «Эхо Москвы» в Уфе. Звучат они так. Арбитражный суд Башкортостана зарегистрировал ходатайство регионального фонда о привлечении в качестве третьего лица к делу об акциях БСК. А здесь, в общем-то, в этих материалах «Эхо Москвы» ссылаются на «Коммерсанта». Объясню, почему я взяла этот материал. Он такой более сжатый. Подробнее вы можете прочитать эту статью, конечно, на сайте «Коммерсанта», а я зачитаю вам материалы «Эхо Москвы» в Уфе. Итак, фонд заявил 3 сентября, это было, фонд заявил о намерении выступить в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями. Ранее Генеральная прокуратура России по результатам проверки сделок, приведших к размытию доли государства в АО «Башкирская содовая компания», обнаружила нарушения. По версии надзорного ведомства, отчуждение контрольного пакета акций и передача его в частные руки были совершены против воли Российской Федерации. Итак, что было дальше, да? Прокуратура направила иск в арбитражный суд Республики Башкортостан с требованием возвратить незаконно приватизированную собственность России. В качестве получателя акций указано Федеральное ведомство Росимущества. Позднее вечером, в минувший понедельник, 31 августа, Ради Хабиров записал видеообращение, в котором заявил, что выступает за возвращение доли государства в собственность Республики Башкортостан. Именно Республики Башкортостан, а не в Росимущество. Ну, собственно, вот. И все. Ну, а тут нужна отбивка такая, правда, мы ее не подготовили заранее. Пара-пара-пара-пам. Пиу.
да, вот как в Ералаше было. А что значит это значит? На сайте «Правда ПФО» материал сегодня ночью был опубликован. Реестр, вот то самое акционерное общество, не может арестовать эти акции по иску Генпрокуратуры из-за их отсутствия. Вот представляете, Московская реестр заявила в арбитражном суде Башкортостана об отсутствии на лицевом счете регионального фонда, вот о котором мы только что говорили, пакета акций башкирской содовой компании. Ранее считалось, что этот пакет в размере 38% принадлежит республике. Куда он делся, интересно? Куда же пропали эти акции? Интересно. Ходатайство с информацией об отсутствии регионального фонда акций реестр направила вот в тот самый наш башкирский суд. Общество заявило о невозможности исполнить принятый судебный акт об аресте акций. Что на лицевом счете, там, значит, эти акции, как я уже сказал, отсутствуют. Почему это происходит, конечно же, не говорится. Пожалуйста, переходите «Правда ПФО», тоже можете почитать материал, но, в принципе, там больше ничего нет, да, вот кроме того, что я сейчас сказал. Ну, значит, акции куда-то спрятались, давайте поможем найти эти акции. Да. Может быть, у нас Ну, получится. это, конечно, забавно, знаешь, Айдар, я прям вот в шоке еще со вчерашнего вечера. Я, значит, почитала новости, потом я села, включила БСТ, Россию-1, Первый канал, посмотрела новости и думаю, господи, ну неужели вот мы живем в 21 веке? Ну, слушай, такой сюрреализм. Ты просто не представляешь, я прям вот я смотрю и думаю, что они говорят, что вот... Я в шоке со вчерашнего вечера. Думаю, господи, лучше бы я не включала телевизор. Я его так давно не смотрела, а тут думаю, ну да, я новости посмотрю, что вообще говорят. И... Рискованный поступок в Рискованный, современном я с тобой мире. согласна, да. Ну что ж, друзья, продолжаем материалами «Эхо Москвы» в Уфе. Звучат они так. Глава Бишбулякского района оштрафован за нарушение процедуры торгов. Ну, мы с тобой тоже неоднократно, да, такие новости читали, как бы привычная ситуация. Что с этими главами районов Башкортостана творится в последнее время, это, конечно, история совершенно отдельная. Итак, администрация муниципалитета в апреле текущего года заключила прямой договор с частной компанией об аренде водопроводных сетей в 3 населенных пунктах, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В отношении главы района Наиля Гатауллина возбуждено административное дело за ограничение конкуренции. Ему был выписан штраф в размере 40 тысяч рублей. Чиновник рассказал журналисту «Эхо», что индивидуальный предприниматель Рамазанов отказался осуществлять в районе водоснабжение домов, из-за чего возникла необходимость заключить договор с иной организацией. Свои услуги предложил Водоканал Сервис. Контакты с этой компанией, по словам Гатауллина, стали объектом внимания прокуратуры. А главное, да, что штраф-то всего лишь в размере 40 тысяч рублей. А явно, да, что в его интересах, скорее всего, он заработал больше. На самом деле, ну, Если тут так непонятно, посудить, да, конечно, непонятно, заработал но... ли глава муниципалитета что-то на этом, но я вообще думал, что тут будет даже не штраф, а что-то наподобие «а-тя-тя, не надо так больше делать в дальнейшем». Ну, у нас же так принято иногда, да. Но смотрите, дело еще в чем. Вот этот материал писал я, раскрою секрет, если это, конечно, секрет. Я связался с Наилем Гатауллиным, позвонил ему, и он мне вот что рассказал про этого самого индивидуального предпринимателя Рамазанова, который якобы отказался, да, снабжать водой население района. Ну и поэтому вот водоканал Сервис необходимо было срочно привлечь. Но в материале об этом не написано, я просто думал, что, возможно, я ошибаюсь, да, пока что эта информация не была проверена, но я поискал в реестре индивидуальных предпринимателей некого Рамазанова, который там какие-то услуги, значит, оказывал жителям вот того самого Бишбулякского района Башкортостана, и я не нашел действующих индивидуальных предпринимателей Рамазановых. Может быть, конечно, это просто мое неумение искать, да, ну, кажется, никогда такого, конечно, не было, я вроде бы в этом разбираюсь, но во всяком случае Рамазановы, там, кажется, 2 было индивидуальных предпринимателей Рамазановых, один из них закончил свою деятельность еще там несколько лет назад, второй, кажется, в 2019 году или в 2018 году, что-то наподобие того. Но, в общем, действующих нет, поэтому на какого предпринимателя указывает наш дорогой Наиль Гатауллин, это, конечно, вопрос остается открытым. Ну смотри, вот я с тобой совершенно солидарна, и тут просто я как рассуждаю, вот я знаю, как ведутся отчасти, да, вот эти вот все вот подобные дела, скажем так, то есть заключается договор не с организацией, которая невыгодна, а заключается договор как раз-таки с той организацией, которая может, скажем, дать хороший выхлоп, да, что-то вот помочь в чем-то материально, скажем так, да, заключается договор между этой организацией, и все, и все начинают работать, пока, собственно, это не заподозрят, не заметят и не поднимут это наверх. Это работает так. Не знаю, подходит ли вот эта ситуация, которую я сейчас описала, к этому случаю, но есть вопросы. Да здесь вообще много «но».
в принципе, да, вот Да, и открываешь... много вопросов. Открываешь какую-нибудь новую газету, «Медузу», там, «Нью-Йорк Таймс», не знаю, «БСТ», и у тебя всегда очень много «но» копится. Вот копится, а потом мы с тобой приходим в эфир «Эхо Москвы» в Уфе, в уфимский разворот проводим, и эти «но» пытаемся как-то объяснить. Но не всегда выходит. Ну что ж, дальше что? Подозреваемый в побоище на Куштау глава Ишимбайского района сохранит пост, и там вопрос в конце, это материал про Уфу. Источник про Уфу рассказал о позиции властей насчет Азамата Абдрахманова. В правительстве Башкирии этот источник находится, и там сообщили, что глава Ишимбайского района Абдрахманов сохранит свой пост. По нашим данным, пишет журналист, 7 сентября чиновник выходит из отпуска и продолжит работу руководителем районной администрации. Источники ранее говорили, что Абдрахманова могут повысить до заместителя руководителя администрации главы республики по работе с территориями, повесив всех собак. Ну, это там цитата такая. Не на того, кто сейчас занимает этот пост, Искандера Ахметвалиева. Ну, понятно, ладно. Вот так вот. Но, конечно, повышение его до такой должности, мне кажется, было бы воспринято общественностью республиканской не так хорошо, да, и это даже мягко сказано, наверное, даже очень плохо. Но, во всяком случае, вот я поддерживаю жителей того самого района Ишимбайского, потому что мне было бы совершенно неприятно жить в том районе, где работает этот человек, который... Я с тобой солидарна в этом вопросе. Нецензурно фактически требовал покинуть территорию Шиханы Куштау, которая, ну, тоже мягко сказано нецензурно. Вы посмотрите видеозаписи, просто мы здесь ограничены определенными законами, не можем эти слова высказывать, да, что он там говорил довольно страшные вещи, я вам скажу, очень неприятные. И мне было бы неприятно жить и знать, что вот где-то представитель моего района, вот этот Азамат, этот господин Абдрахманов, значит, до сих пор остается на своем посту. Знаете, это очень оскорбительно. Грустно, да, это очень оскорбительно по отношению к людям. Я с тобой совершенно согласна в этом вопросе, я имею точно такое же мнение. Ну что ж, материалы про Уфу мы продолжаем. Жители Башкирии вышли на протест против добычи золота рядом с озером Талкас. Люди боятся, что карьера окажет непоправимое влияние на местную экологию. С экологией как бы у нас и так все не очень хорошо, но здесь, видите, эта история продолжается. Жители Баймакского района Башкирии вышли на акцию протеста против добычи золота недалеко от озера Талкас. Прямую трансляцию флешмоба запустил портал Русньюз. Десятки людей растянули огромный флаг республики на территории предполагаемого карьера. Можете посмотреть фотографии на сайте про Уфу, там, собственно, они приложены, да, люди огромный флаг растянули, пытались как-то... Да, как на Куштау, пытались отстоять это озеро и, собственно, пытались отстоять проблему, связанную с экологией. Не только, кстати, как на Куштау, как еще и в Абзелиловском районе, я вам скажу, там ведь тоже прошел крупномасштабный флешмоб в субботу. В воскресенье уже флешмоб прошел в Баймакском районе. И вот я вам что скажу, дорогие друзья. Только сегодня ночью поступила нам информация о том, что в Абзелиловском районе, в деревне Баимово, подожгли сено, целое поле, огромные вот эти масштабы, да, подожгли сено местных жителей. Представляете, здесь видео, которые просто раздирают душу. Да, вот я смотрю. Люди, это катастрофа, друзья. Это сельские жители, которые остались, точнее их скот остался без пропитания на зиму. Вы понимаете, насколько это насколько могут быть пагубные последствия у этого, да, и насколько это ужасный поступок тех, кто это сделал. А кто это сделал, следует разобраться. И вот я сейчас призываю наши правоохранительные органы, если кто-то из вас слушает, внимательно обратите внимание на то, что происходило сегодня ночью в Абзелиловском районе, потому что журналисты эту историю просто так не оставят. Я уверен в этом. Лично я это просто так не оставлю, потому что я буду смотреть и наблюдать, что там происходит, и кто это сделал. Потому что вот этот ужасный поступок, за него должны быть наказаны люди. И по всей строгости закона, я считаю. Ну а что там у нас, давай как-то коротко еще скажем. Давайте я вот буквально, Ксюша, если позволишь, да, до того, как мы перейдем к интерактивной части, еще добавлю. Росстат опубликовал на днях 4 числа, в пятницу, получается, на прошлой неделе, статистику смертности. Ты, кстати, тоже, да, в Башкирии. хотела об этом сказать. И что, значит, выяснилось? Да, почти на 50% в июле текущего года по сравнению с июлем прошлого выросла смертность в Башкортостане. А по официальным, вот откуда, это знаете, это 2009 человек. На 2009 человек в июле этого года умерло больше людей, чем в прошлом. Откуда взялась эта цифра, дорогие друзья?
Это что, коронавирус или что? Или внезапно? Или вы будете смахивать это на что-то Айдар, другое? Это Друзья, не коронавирус. Вот я как что пишут, хочу это сказать. внебольничная пневмония, как это любят говорить и формулировать. Сокрытие данных о коронавирусе, если таковое есть, это преступление против человечества. И я не перестаю так думать и буду думать так в дальнейшем. Потому что сейчас люди из этих 30 человек в день, якобы по официальной статистике, ездят без масок в автобусах, они совершенно расслабились. И что дальше? А вы в августе нам чего стоит ждать? А в сентябре, а в октябре? Конечно, сколько расслабились, человек? уже давно 2 все тысячи, расслабились. 3 Айдар, я тысячи, тебе 5, скажу. 10 тысяч больше. Пожалуйста, одумайтесь. Это сейчас важно. Речь идет о человеческих жизнях, а не о ваших должностях, не о ваших зарплатах, не о вашей собственности. Это может быть преступлением против человечества. Такое получается, не утренний Совершенно эфир. верно. Потому что всё, это остынь, Айдар. ужасно. Это ужасно. Я с тобой полностью согласна. И вот хочу сказать, да, с оговоркой, что в Башкирии за сутки зарегистрировано почти 100 случаев внебольничной пневмонии. Да, внебольничная Это пневмония вот в пятницу, это любимая в четверг. формулировка, да, которая сейчас у нас существует, но мы-то знаем, что, ну вот, есть здесь, конечно, и доля того, что внебольничная пневмония — это совсем другой диагноз, о котором мы сейчас уже сказали. А сейчас мы поменяем тему и поголосуем. О чем мы поголосуем? Дело в том, что наш шеф-редактор Руслан Валиев, сошлюсь на его материал, опубликовал на выходных пост о выборах предстоящих, да, у нас скоро единый день голосования, и он там написал, заголовок: 7 тысяч человек и все уики Башкортостана смогут показать на очередных выборах реальный результат. Если... людям будет не все равно. Если будут наблюдатели, ну и так далее, если общественность захочет сделать выборы справедливыми, по его словам, то таковыми они и станут. Напомню, да, у нас выборы проходят в Башкирии в нескольких муниципалитетах, в нескольких городах, в Нефтекамске, например, там очень такая насыщенная ситуация. И вот такой вопрос. А вы верите в справедливые выборы или хотя бы в вероятность такие выборы организовать с помощью избирателей, с помощью наблюдателей и так далее? Вот если вы верите, что можно добиться как бы чистого результата при консолидации независимых проверяющих общественности, ваш номер телефона 262 72 47. Если же вы в это не верите, вы считаете, что обычные люди не решают ничего и никакие проверяющие не смогут помочь, 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Ну что ж, друзья, еще раз вопрос. Верите ли вы в справедливые выборы или хотя бы вероятность, что такие выборы могут организоваться с помощью наблюдателей и так далее? Если вы в это верите, считаете, что можно добиться чистого результата с помощью общественности, то ваш номер телефона 262 72 47. Если вы считаете, что нет, обычные люди совершенно ничего не решают и не могут быть выборы чистыми, не может быть результат быть чистым, то ваш номер телефона 262 72 48. Ну что ж, Айдара, как думаешь ты? Мое мнение, что все-таки, знаешь, да, мы можем добиться чистого результата с помощью активности людей, но я думаю, что этого не будет. И мы снова пока что вернемся на ту исходную, с которой мы начали. Снова будут эти проблемы, снова мы заметим, что результат нечестен. Вот мое мнение такое. Я все-таки считаю, что пока общественность не готова быть активной в плане политики. Я считаю, готова. Вот эта ситуация вокруг Шихана Куштау показала готовность, да, показала, что гражданское общество в нашей стране, конкретно в нашей республике, формируется, и это может как раз-таки оказать вот то самое благоприятное влияние на выборы, на процедуру проведения выборов. Формируется только. Я даже напомню, что люди, которые протестовали против разработки Шихана Куштау, они как-то говорили, то ли со мной в разговоре, то ли это где-то у кого-то в материале было, уже не помню, что они готовы выдвинуть наблюдателей от себя вот на их местных выборах в муниципалитете Ишимбайского района. Вот так вот, значит, люди, я вам скажу, довольно активные. Знаете что? У нас во второй половине часа будет Альберт Курманов, доктор юридических наук, профессор. Мы с ним поговорим, основная тема — это акции БСК, но еще и поговорим с ним о протестном движении, вот и нескольких протестных движений в Башкирии. И поэтому давайте мы с вами голосование продлим на вторую часть, и с ним уже завершим, и при нем объявим результаты. А теперь федеральные региональные новости. Вернемся во второй половине часа.
Половина седьмого в Москве, на Эхе Новости, в студии Ирина Кучеренко. В Берлине утверждают, что уже давно одобрили просьбу российской генпрокуратуры об оказании правовой помощи по делу об отравлении Алексея Навального. Власти Германии не видят препятствий для обмена информацией, если будет официальный запрос, сказал в эфире телеканала АРД глава МИДа страны Хайко Маас. По его словам, российскому послу об этом ранее сообщили. Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа с просьбой предоставить данные о лечении политика, а также результаты его анализов. К документу прилагались данные доследственной проверки причин госпитализации Навального. Накануне представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия тормозит расследование, поскольку Берлин еще не ответил на запрос. МИД Чехии сообщает, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позднее 21 сентября. Их цель – начало переговоров между руководством страны и оппозицией, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. По его словам, первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе президентских выборов и применение силы против участников акций протеста. Однако из-за продолжающегося жестокого обращения с мирными демонстрантами данный список в ближайшие дни может расшириться. Глава МИДа также отметил, что руководство республики должно выполнить обязательства, проистекающие из членства Беларуси в ОБСЕ, и обеспечить деятельность в стране миссии этой международной организации. Михаил Ефремов ожидает, что Пресненский суд приговорит его к 8 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП. Об этом он сказал в беседе со своим адвокатом Ильманом Пашаевым, видеозапись которой была показана в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. Не помню, ни хрена, ну что поделаешь, пьянка, но я так, когда так нажирался, я вообще никогда за руль не садил. Ну сколько вы думаете? Я думаю, что 8, если кто-то попросил 8. Я думаю, 5-6. Ну, 5-6 лет. А вам вот юристам дают столько же, сколько артистам? Адвокат артиста в интервью телеканалу «Москва-24» сообщил, что, по его мнению, Ефремов получит от 6 до 8 лет колонии общего режима. Оглашение приговора назначено на вторник, 8 сентября. В ходе предыдущего заседания Ефремов, выступая с последним словом, признал вину. Прокурор запросил для него 11 лет лишения свободы. Иностранцам, владеющим недвижимостью в России, разрешили регистрировать у себя дома приезжих. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь собственник жилья, не имеющий российского паспорта, обязан в течение 7 рабочих дней уведомить орган миграционного учета о заселении иностранного гражданина. Подать заявление можно очно в МФЦ и с помощью портала госуслуг. При этом проживающие за рубежом участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей освободили от обязанности вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней. В Москве сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь и 23-25 градусов. Ирина Кучеренко, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Мам, ну еще 5 минуточек. Дорогая, ну еще 5 минут. Я и сама не хочу отсюда уходить. В ресторане «Печенье развлечения» весело и вкусно. Новое меню, новый лаунж-зал и огромное интерактивное пространство для больших и маленьких семейных праздников. «Печенье развлечения». Проспект Октября, 21. Подробности и бронь столов на сайте cookiefun.ru. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Новости, в студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. В Абзелиловском районе Башкирии около 1000 человек вышли на флешмоб в защиту Крыктытау. В минувшую субботу, 5 сентября, в деревне Зеленая Поляна несколько сотен экозащитников выстроились в живую цепь, протестуя против проведения промышленных работ Александринской горно-рудной компании, принадлежащей русской медной компании на Салаватском месторождении возле хутора Салават-Совхоз и хребта Крыктытау. Активисты развернули флаг республики длиной в 3 километра, который использовался во
во время массовых акций протеста на Шихане-Куштау и скандировали лозунг «Кыргызы, живи». Перед участниками флешмоба на башкирском языке выступил бывший руководитель запрещенной в России решением Верховного суда Башкортостана организации «Башкорт» Фаил Алсынов. По его словам, в России закон находится не на стороне защитников природы, а власти республики не прислушиваются к местным жителям. Он заверил, что хребет Кыргыз-Тау будет возможно защитить по примеру Шихана-Куштау. На акции протеста также присутствовали местные жители в башкирских народных костюмах и с музыкальными инструментами. Они исполняли песни на башкирском языке. Напомним, ранее представители русско-медной компании заявляли о приостановке геолого-разведочных работ на месторождении на неопределенный срок из-за недовольства местных жителей. Об этом также просил глава Абдивиловского района Ильшат Нафиков. Позднее в интернете распространилась видеозапись встречи экоактивистов с людьми, похожими на вице-премьера правительства Башкортостана Азата Бадранова и главу муниципалитета Ильшата Нафикова. По словам очевидцев, последний требовал, цитата, «закрыть свой рот и сесть на место», конец цитаты, обращаясь к тем, кто вступал с ним в дискуссию. В Баймакском районе Башкирии состоялась акция протеста против промышленных работ на Семеновском руднике и других месторождениях. Ранее сообщалось о деятельности одноименного предприятия по добыче золота на месторождении. Жители района выступали против этого. Вчера, 6 сентября, возле озера Талкас прошел флешмоб, в котором приняли участие несколько сотен человек. Они выстроились в цепь вдоль автомобильной дороги, растянув многокилометровый флаг республики, похожий на тот, который использовался на экологических протестных акциях возле хребта Кыргыз-Тау и Шиханы-Куштау. Трансляцию с места событий вел YouTube-канал «Русньюз». Перед протестующими выступили приглашенные экологи, которые рассказали о превышении допустимых показателей вредных выбросов промышленными предприятиями района в несколько тысяч раз, и экоактивисты из числа местных жителей. Мы вместе с вами будем бороться, чтобы у нас была чистота везде, порядок. Эти места должны быть рекультивированы. Тема одна – экология. Участники акции провели голосование по вопросу сохранения благоприятной экологической обстановки в Баймакском районе и запрета открытия обогатительной фабрики в селе Семеновское, продление лицензии на добычу золота на руднике близ Кумертау, открытие подобных карьеров возле села Тубинский и деревни Басаева, 2 мусорных полигонов на территории муниципалитета и других местных экологических проблем. Собравшиеся поддержали резолюцию единогласно. По их словам, на протест приехали представители золотодобывающего предприятия «Таналык», которые провоцировали экозащитников. Компания на момент выхода материала официальную информацию не комментировала. Напомним, общество «Семеновский рудник» по данным портала «Руспрофайл» находится в равной собственности 2 организаций, зарегистрированных на Кипре. Как ранее сообщали экоактивисты, доход от деятельности не остается в регионе, а уходит в офшоры. Местные жители протестуют против промышленных работ на протяжении нескольких месяцев. И к другим новостям. Про-Уфу.ру направила досудебные претензии главредам нескольких региональных СМИ за обвинений в адрес издателя Рауфы Рахимовой. На сайтах региональных информационных порталов «Медиакорсеть» и «Горобзор» в минувшую пятницу появились публикации о якобы призыве племянницы бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимовой к организованному сопротивлению власти. Материалы основываются на видеозаписи монолога Рауфы Рахимовой, опубликованной ранее в тот же день. В ней издатель высказала мнение о прошедших на Шихане-Куштау массовых акциях протеста и соответствующих настроениях в обществе. Также она упомянула члена Совета по правам человека при главе республики юриста Олега Галина, который, по ее словам, не нашел нарушений в действиях правоохранителей при задержании экоактивистов и не должен более заниматься правозащитной деятельностью, уступив место настоящему защитнику нарушенных прав заключенных. Рахимова, ссылаясь на высказывание политолога Владимира Гельмана, отметила, что массовое участие граждан страны в акциях протеста позволит сорвать резьбу авторитаризма. Российский политолог Владимир Гельман точно выразил эту мысль, что если чиновники встретят организованное сопротивление со стороны россиян, СМИ не побоятся уголовного преследования за клевету. Участие граждан в акциях протеста намного расширится, политика страха окажется бесполезной. Издание «Горобзор» и «Медиакорсеть» в заголовках своих материалов об издателе Рахимовой указали, что она призвала россиян к организованному сопротивлению властям. На Про-Уфу.ру позднее появилась статья о направлении главным редактором изданий досудебных претензий с требованием удалить в течение суток материалы, порочащие честь и достоинство Рауфы Рахимовой, и опубликовать опровержение. В ином случае планируется направить судебный иск, указано в тексте. За прошедшие выходные диагноз внебольничная пневмония поставлен 173 жителям Башкирии. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения. Точное количество заболевших до сих пор остается неизвестным. Также отсутствует официальная информация о жертвах заболевания. За 2 дня в связи с выздоровлением были выписаны 150 пациентов. В то же время зарегистрировано 63 случая заражения новым коронавирусом. По данным на 6 августа в медучреждениях республики находится 67 зараженных, из которых 6 человек в тяжелом состоянии.
Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 767 человек проходят лечение в домашних условиях. За 2 дня выздоровели 40 пациентов. Всего с начала пандемии справились с болезнью 7118 жителей региона. И в продолжении темы. В Башкирии смертность за июль по сравнению с прошлым годом выросла почти на 50%. По данным Росстата, за 7-й месяц текущего года в республике умерли 6221 человек. За аналогичный период прошлого года скончались на 2009 жителей региона больше. Рост наблюдается также среди как и регионов Приволжского федерального округа более 32%, так и в целом по стране около 20%. В ПФО Башкирия оказалась на 2-м месте после Татарстана. Там рост составил более 54%. Самый высокий показатель роста смертности в Ингушетии. В июле там погибло на 92% человек больше, чем в прошлом году. Также в Башкирии рождаемость за условный период упала на 13,5%. За июль 2020 года родились на более чем 500 человек меньше, чем в прошлом году. В России же рождаемость снизилась на 7,1%. Напомним, в республике, по данным Федерального оперативного штаба, за период с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 29 человек. И в конце выпуска о погоде. Сейчас в Уфе +8, ясно, по данным сервиса Яндекс.Погода. Сегодня ожидается до 22 градусов. Весь день ясно, без осадков. Айдар Ахмадиев, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Уже у нас 2-я часть эфира. И, конечно, как мы и обещали, мы вернулись с гостем. А сегодня у нас в гостях Альберт Курманов, доктор юридических наук, профессор. Сегодня поговорим о деле с акциями МБСК и о многом другом, что находится у нас в повестке. Доброе утро. Но, друзья, но. Главное не забыть, перед этим, мы с вами, друзья, в первой половине эфира начинали голосование, а вопрос стоял таким образом. А вы верите в справедливые выборы или хотя бы в вероятность такие выборы организовать с помощью наблюдателей? Ну вот, прежде чем мы подведем итоги, Альберт, хотелось бы у вас спросить, вот вы верите в справедливые выборы в России? В то, что люди как-то могут повлиять? Вот даже, знаете, как вот ваш редактор «Эхо Москвы» в Уфе, он сам является членом наблюдательной комиссии, насколько я знаю, с правом совещательного голоса, и, собственно говоря, вот он достаточно активно работает в этом направлении, поэтому во многом результаты и частота выборов, они находятся в руках гражданского общества. То есть, если общественные институты будут принимать и занимать здесь активную позицию, то результативность и объективность, прозрачность выборов будет кратно возрастать. Ну, а наши слушатели посчитали немного иначе. Большинство проголосовало за то, что, значит, такие выборы невозможно справедливые в России. 81% проголосовал за то, что немало. Невозможны справедливые выборы, и остальные 19% значит, считают, что такие выборы организовать можно. Ну что ж, спасибо за голосование. Сейчас переходим к интервью. Альберт, и вот вопрос к вам первый. Да? Вот та самая ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг башкирской содовой компании после протестов на Шихане Куштау, вот как вы ее оцениваете с точки зрения, как юриста, так скажем? Вот здесь вы правильно вопрос ставите, потому что эту ситуацию можно раскладывать на несколько составляющих: политическая, экологическая и чисто в юридическом поле. Вот на сегодняшний день мы что знаем? Да? Вот то, что есть у нас в информационном доступе на открытых ресурсах, то, что Генеральная прокуратура подала исковое заявление, и она полагает, что вот эти активы содового предприятия, они были не совсем правомерно изначально приватизированы, а в дальнейшем и, значит, республика в итоге утратила свою долю. Поэтому перспектива какая? На сегодняшний день исковое заявление уже принято к рассмотрению. В октябре месяце состоится первое судебное заседание, акции БСК арестованы, поэтому, я думаю, нас ждет длительная и с юридической точки зрения очень интересный процесс и итоговое решение, которое в дальнейшем войдет в учебники. Скажите, вот мне что интересно, кого вы можете представить на скамье подсудимых?
А вот теперь тогда вот такой момент. Здесь опять же с юридической точки зрения есть два направления работы, мы об этом знаем, да, вот уже сказали, то, что будет арбитражное рассмотрение, и второе направление – это уже уголовная процедура, потому что и глава республики обратился с соответствующим заявлением в Следственный комитет, и мы знаем, что та же Генеральная прокуратура по результатам проверки, она материалы, поскольку усмотрела наличие незаконных противоправных действий со стороны отдельных должностных лиц, она эти материалы тоже направляет в Следственный комитет, потому что именно подследственности Следственного комитета относится возбуждение и расследование уголовных дел данной категории, именно должностных преступлений. Поэтому мы сейчас посмотрим, во что это все трансформируется, но я думаю, что ряд должностных лиц из прежнего руководства республики, они так или иначе будут затянуты в орбиту вот этого уголовного расследования. И вполне возможно, что именно те лица, которые принимали вот это решение, если, естественно, в ходе следствия и судебного разбирательства будет установлена их вина, что они незаконными действиями причинили ущерб республике. На сегодняшний день уже и глава республики Ради Хабиров озвучивал вот предварительную сумму ущерба, это 34 миллиарда рублей. Естественно, за такой ущерб виновные лица должны понести заслуженное наказание. Альберт, скажите, а почему, по вашему мнению, на скамье подсудимых могут оказаться люди из бывшего руководства республики? Ну, насколько мы понимаем, например, Ради Хабиров, нынешний глава Башкортостана, долгое время до эскалации конфликта, до вот этих массовых многотысячных протестов поддерживал решение БСК о разработке Шихана Куштау. Ничего, ни слова не было про какой-то ущерб государству, ни слова не было про сделки 2013 года. Почему вот это молчание, оно с точки зрения закона, я думаю, ведь в этом тоже можно обвинить или нет? А вот смотрите, значит, я здесь говорю категорично именно о прежнем руководстве республики, потому что сама сделка по размыванию пакета акций, она совершилась в 2013 году. То есть вот тот, скажем, ну, та категория должностных лиц, в период которых, есть такое понятие у нас у юристов, время совершения преступления. То есть это то время, когда выполнялись общественно опасные деяния. Так вот, те лица, которые разрабатывали вот эту схему, те лица, которые подписывали документы, принимали итоговое решение, естественно, что речь об ответственности вот именно за размытие этого пакета, о чем, собственно говоря, говорил и президент Российской Федерации Владимир Путин, что здесь их действия, они должны быть оценены именно вот с точки зрения соответствия и несоответствия законодательству. Хорошо, ну а вот получается в данном случае молчание нынешних властей никаким образом не было каким-то ограничением, да, вот, или сговором с бизнесом, вот это как-то нельзя связать? Да нет, я такой сценарий исключаю, потому что новая команда региона, она пришла, собственно говоря, был уже заложен определенный вектор движения, развития данного предприятия. Все шло как бы в заданном фарватере, но потом было принято политическое решение, и, собственно говоря, глава республики, он сам персонально взял на себя ответственность, вот именно вот та встреча, которая состоялась на горе, и он сам остановил этот процесс, понимая, что ситуация выходит... Но все еще задолго началось, да, получается? Давайте так, остановил процесс юридически, я думаю, он, но все-таки это сделали люди де-факто, правильно? Протесты массовые. Фактически да, то есть я как раз об этом и хотел сказать, что видя, что общество не принимает такой сценарий, такое развитие событий, глава республики взял на себя ответственность, приехал на эту гору и там озвучил вот это решение. Мне кажется, у него просто не было другого выхода. Возможно. Я скажу так, возможно 200 вариантов, поэтому выбор есть всегда, он, я думаю, принял единственное правильное решение в этой ситуации. Хорошо, Альберт, вопрос вот такой. Мы сейчас на днях узнали о том, что Генеральная прокуратура России требует вернуть на счет Росимущества те акции, которые якобы были отобраны незаконно, да, у государства. Почему федеральное ведомство, почему не Республика Башкортостан эти акции свои получит обратно? А вот, Айдар, это очень интересный вопрос. И, кстати, я сразу скажу, что у республики иное мнение, да, иная правовая позиция. Опять же, руководство заявляло, что вот эти акции, они должны быть возвращены обратно в собственность республики. Здесь есть два этапа. После того, как Советский Союз перестал существовать и возникло новое государство, Российская Федерация, естественно, встал вопрос, а что делать с собственностью тех предприятий, которые в огромном количестве оказались на территории Российской Федерации. И было принято соответствующее постановление Верховного Совета еще РСФСР в 1991 году, в котором определялся порядок, какие предприятия уйдут в федеральную собственность, какие будут находиться в совместном ведении, какие станут
собственностью субъектов, муниципальной собственностью и так далее. И вот этим постановлением была предусмотрена, четко прописана определенная процедура. Поэтому позиция Генеральной прокуратуры, собственно говоря, вот если смотреть на аналог, на некий прецедент, который произошел с Башнефтью, почему произошла вот именно, да, вот процедура возврата предприятий Башнефти, собственность государства, прокуратура вышла также с иском в арбитражный суд, и суд согласился, что процедура была нарушена. Но здесь есть, я подчеркиваю, одно очень важное «но», которое отличает правовую ситуацию Башнефти с той ситуацией, которая сейчас разворачивается вокруг БСК. Дело в том, что приватизация Башнефти, она произошла, если я не ошибаюсь, в 1993 году, ну, либо вот где-то вот на рубеже вот начала 90-х. А в 1994 году, как наши многие радиослушатели помнят, был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан. В соответствии с этим договором как раз затрагивался вопрос о собственности предприятий. И было установлено правило, что вот эта собственность, она будет разграничиваться отдельным соглашением. И такое соглашение действительно было тоже подписано в этом же 1994 году, где опять же предусматривался порядок и перечень предприятий, которые относились к собственности федеральной и к собственности республики. Так вот, там было очень важное ключевое положение, что те предприятия, которые не вошли в этот перечень, а предприятия соды и каустика в этот перечень поименно не вошли, они автоматически становились собственностью республики. Поэтому на сегодняшний день республика вполне обоснованно может заявлять о том, что та приватизация, которая была проведена после подписания данного соглашения, подчеркиваю, Башнефть приватизировали ранее, на что обращала прокуратура в суде. Следовательно, республика имеет право. Но здесь есть очень важный еще один момент. Вот, Айдар, если можно, я мысль закончу. Дело в том, что если сейчас сохраняется право республики и эту сделку развернут обратно, тогда возникает вопрос, ведь в СОДе до объединения с Каустиком республика имела около 62% акций. А, соответственно, 38% акций, они принадлежали бизнесу. И если эту сделку сейчас расторгнуть, то тогда вот эти 38%, они по логике вещей должны вернуться их предыдущим владельцам. Хорошо. Ну вот выясняется, буквально сегодня мы об этом ночью узнали, да, что акционерное общество «Реестр» не нашло на счете, да, регионального фонда тех самых 38%. Это что значит? Куда подевались акции? Ну, так как у нас, по-моему, в одном из фильмов, классика, да, уже украли до нас. То есть я, конечно, боюсь предположить, что куда они подевались. Вот, но сразу хочу успокоить, что никаких юридических действий, то есть для чего накладывается арест? Для того, чтобы невозможно было совершить отчуждение тех спорных акций, того имущества. Видимо, успели. Я сомневаюсь, потому что подобные процедуры, они, предусматривают, скажем так, и определенное время, и определенные, там, скажем, юридические этапы должны быть выдержаны. Поэтому это я исключаю такой сценарий. Но если этот факт подтвердится, тогда здесь уже конкретно будет стоять вопрос об ответственности тех лиц должностных, которые это решение принимали. То есть, я так понимаю, сейчас в Совете директоров регионального фонда находятся в том числе Андрей Назаров, Ради Хабиров, ну и так далее, высшие чины, так сказать, руководства Башкирии. Получается, они могут нести ответственность, если что-то не так? Или нет? Айдар, здесь, когда мы говорим об ответственности, особенно уголовной ответственности, то это сугубо персонифицированное, в отличие от гражданской правовой, например, ответственности, когда может привлекаться к ответственности сама организация. И уголовная ответственность, она наступает только за совершение виновных действий. Поэтому здесь надо будет разобраться, посмотреть. Опять же, что просто, разбирая вот эти кейсы, связанные с государственными действиями, с государственными документами, поскольку я сам работал на руководящих должностях в аппарате правительства Республики Башкортостан. Каждый документ, любая инициатива, оформленная в этом виде служебной записки, она проходит процедуру согласования. То есть есть инициатор, и по вышестоящей лесенке там вот эти все подписи, они будут присутствовать. То есть не бывает так, что, например, какие-то действия с государственным имуществом совершились, а потом не могут найти крайнего. Ну, если я не имею те случаи, когда речь идет о банальном хищении. Поэтому круг тех людей, которые могли принимать то или иное решение, они обязательно будут определены, естественно, будет возможность задать им вопрос. А вы действительно думаете, что в случае передачи акций на счет Росимущества или Башкортостана наше региональное правительство пойдет на конфликт с федеральными властями, в данном случае с Росимуществом? Нет, я так не думаю. И даже, знаете, я бы здесь апеллировал
внимательно посмотреть выступление президента Российской Федерации, вот когда он поставил вопрос о том, что необходимо инициировать проверку с акциями БСК, потому что есть там определенные претензии финансового, юридического характера. Обратите внимание, что он говорил о собственности государства, не вычленяя ни федеральную, ни республиканскую собственность. Он говорил о 62%, но мы-то исходим из того, что 62% они принадлежали республике. Поэтому здесь президент, он довольно четко сформулировал вот эту поставленную задачу, и он говорил, что и прокуратуре России, и правительству Российской Федерации совместно с руководством Республики Башкортостан надо эту ситуацию изучить и принять законное обоснованное решение. Поэтому я думаю, что даже вот если исходить из того, что на момент вот этого конфликта республика имела там порядка 38%, что все равно вот эта доля за республикой, она будет сохранена. Собственно говоря, как получилось и с Башнефтью, тоже ведь акции в итоге республике были переданы. Ну, небольшая часть. Ну, 25%, да, всего 25%, пакет. Хорошо. Вот получается это, что самовольное решение Генеральной прокуратуры, в данном случае, когда они потребовали в иске в арбитражный суд Башкортостана вернуть акции в Росимущество. Но, знаете, поскольку была поставлена такая задача, я думаю, что, исходя из анализа тех первичных документов, а опять же мы знаем, что там по Минземимуществу республики только порядка 60 томов были переданы, да, Генеральной прокуратуре, там же были очень короткие сроки, поэтому, наверное, Генеральная прокуратура, она избрала уже тот путь, который она проходила с Башнефтью, взяла его за аналогию. А в дальнейшем корректировка, она как исковых требований, так и позиции сторон, она в судебном процессе может изменяться. Это нормальная практика, то есть это так и предусматривается, изменение исков. Поэтому вполне возможно, что мы еще увидим другую правовую позицию. Спасибо большое, Альберт. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Сегодня мы немножечко раньше уходим из эфира, друзья. Ну что ж, желаем вам хороших выходных. Напоминаю, что выходных, хорошей недели. Ну, ты вот, видимо, хочешь продолжать отдыхать. В гостях у нас был Альберт Курманов, доктор юридических наук, профессор. Говорили о деле с акциями БСК. Полную запись эфира можете посмотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Всем хорошего дня, до свидания. До свидания. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.